Камраде проводится День Америки. Его организовала посольство США в Молдове. В программе концерт, американский футбол, бейсбол и, конечно же, показ фильма «Ла Ла Ленд». Жители и гости Камрада смогли ознакомиться с проектами, реализуемыми в регионе при поддержке США, узнать об их внедрении и подать заявки на участие. Мы представляем несколько проектов, которые финансируются американским народом. В частности, это информационный портал «Нокта» и ряд наших миссий по наблюдению за выборами Башкана и Народного собрания финансировались посольством США в Республике Молдова. Мы представляем здесь информационный туристический центр Гагаузии, который совместно с информационным центром Кишинева работают вместе. Дело в том, что информационный туристический центр города Кишинева создан при поддержке USAID. То есть мы пользуемся брендом Молдовы и, конечно же, на наших буклетах присутствует лейбл USAID. Кроме поддержки туристической отрасли, мы также поддерживаем развитие винодельческой отрасли, информационных технологий. Например, легкой промышленности. Мы здесь представляем и стенд с производителями легкой промышленности. Есть у вас замечательные компании швейные прямо в Камраде. Они сегодня представляют не просто свои услуги на экспортном рынке, они представляют сегодня свои новые бренды. Это со своим дизайном, со своей коллекцией. Менуфлекс была основана в 1993 году, и уже более 26 лет она проводится в Республике Молдова. Что предполагает программа? Программа предполагает бесплатное обучение учеников из Республики Молдовы в США. Учеба здесь и в Америке, она совершенно разная. В Америке она более объемная, можно так сказать. У тебя много выбора. Ты выбираешь сам свои предметы. Это очень большой плюс. Я была в штате Миннесота, вернулась в июне, провела там 10 месяцев. Мне очень понравилось, советую участвовать. Люди были рады больше узнать о культуре американского народа. Люди очень заинтересованы тем, что происходит здесь, в Камраде. Всего многого интересного. Проводить такие мероприятия в Камраде – это очень даже круто, особенно для молодежи, которая хочет развиваться, которая хочет узнать за границей, о странах, которые находятся намного дальше, чем Молдова, и это очень круто. У меня очень хорошее впечатление. Я успел поиграть в сочер и успел получить флажки, и сейчас собираюсь попробовать вкусную пищу. Башкан Гагаузии Ирина Влах и примар муниципа Камрад Сергей Анастасов посетили презентации проектов и отметили, насколько важно сотрудничество с США. Мы хотим с вами сотрудничать, и мы видим, что результаты нашего сотрудничества ощутимы. Вы сегодня были в некоторых наших компаниях гагаузских, вы сами напрямую увидели тот результат от помощи, которую вы оказывали каждой из этих компаний. И я очень хочу, чтобы наши страны были вместе, чтобы мы жили в мире, сотрудничестве. И я очень хочу, чтобы вы знали о Гагаузии, поддерживали Гагаузию и работали вместе с Гагаузией. Очень много было наверняка вы знаете, помощи американской для Республики Молдова. Пожарная станция. Наш город несколько раз получал помощь в реализации огромных проектов. Это и по уборке мусора, новые мусоровозы. Сейчас мы участвуем еще в новом проекте. Это по строительству дорог, благодаря чему мы имеем хорошие дороги в городе. Еще очень много плохих дорог, поэтому мы и дальше нуждаемся в поддержке. Посол США Дерек Хоган отметил, что за 10 месяцев пребывания в нашей стране его впечатлили люди и культура Молдовы. Республика Молдова, Гагаузия и Соединенные Штаты вместе успешны. Давайте отпразднуем Дни Америки. Спасибо еще раз. Также жители смогли насладиться музыкой и потанцевать под джаз. Завершил праздник фильм в стиле фантастики «Аквамен». Антонина Тодорич, Елизавета Ротарь, Школа журналистики АТВ.